Все валится, трещины. Люди отказывались в этих условиях посещать нас. Вечно жаловались, что сверху все сыпется. Было помещение холодно. Постройка 30-х годов не только непригодна для стационара, но и представляет опасность, говорит Хамса Абдиева. В местной участковой больнице женщина работает 13 лет. По ее словам, каждый год здесь проводился косметический ремонт, но все тщетно. Всюду отваливалась штукатурка и появлялись трещины. Работать в таких условиях было невозможно. Этот наш прививочный кабинет, вообще щель, дверь, когда в завернутом виде ребенка приводят, его невозможно развернуть. Если начинаешь его разворачивать, вспотевший хил после прививки, он, возможно, ночью опять начинается температура. Ребенок начинает болеть. Узнав о главной проблеме жителей Асиновской, глава республики поручил снести ветхое здание и построить здесь новую больницу. Буквально за несколько месяцев здесь построили стационар на 25 коечных мест. Рядом возводится поликлиника и пищеблок. Жители станицы Асиновской отсутствием этих условий в Ингушетию выезжали, потому что это ближе было, чем ехать в город. Или же в Ачхамартан, или же в город Грозный вынуждены были ездить. Вот в жалобу непосредственно муниципальные органы бывали? Да, неоднократно обращались, конечно. И глава нашей республики незамедлительно принял решение о строительстве больницы. В скором времени ездить на обследование в город или другой район жителям Асиновской больше не придется. Новая больница будет оснащена самым современным оборудованием. Эта больница будет оснащена современным цифровым флюорографом. Будут оснащены палатными на 2 места рабочих рентген-аппаратом, современными компьютерами, цифровой технологией будут обеспечены все врачи. Будет оснащен маммограф, будут кардиомониторы оснащены, будут в этой больнице, кардиографы, УЗИ-аппараты самые современные. Новая больница сможет принимать не только жителей Асиновской, но и всех населенных пунктов района. С учетом того, что скоро здесь появится современное оборудование, часть медперсонала проходит обучение в разных больницах республики. С окончанием строительства этой больницы мы сможем доукомплектовать штаты. Нам необходимы педиатры, терапевты. К сожалению, имеющаяся ранее база не давала возможность. Люди к нам приезжали, хотели туда устроиться, особенно с учетом новой программы укрепления сельского населения. Это программа, где врач получает 1 миллион. Даже при выдаче этого 1 миллиона в бывших условиях никто не хотел работать. Строительство объекта на стадии завершения. Уже к концу этого года больница примет первых пациентов. Алхазур Керимов, Мусип Типаев, Ибрагим Налаев. Новости.